Ассаламу алейкум. Бүгүнкү понедельниктин сменасын дагы деле Мой районунда баштайбыз. Себеп дегенде Москвада иштегени пока что возможностьтар азыраак. Бүгүнкү Мой районунда заказды баштайын десек, заказ отмена болуп кетет экен го. Биринчи эле заказ. Канча тапса болот бүгүнкү сменада? Саат 8ден 55 өттү, 9 деп коелу, округление кылып. Көрөбүз. Заказдардын бардыгы эле эме цепочка болупчу. Кайра чыгып эле. Жакшы болуп атат бирок бардыгынын ценалары, ценовой категориялары бирдей болуп атат да, 229, 250, 229, 250. А коэффициент берип атканда там 1.15, 1.20, 1.35 дегендей кылып берип атат да. Но ценалары бардыгы бирдей болуп атат. Ойлоп койдум анге, походу понедельник күнү будний күндөрү ушундай болуш депчи. А выходной күндөрү, мисалы үчүн кече коэффициент берип атканда, коэффициент эмесин билинип атканда возможностьтарычы. А азыр бардык ценовой эмелер бирдей болуп атат. Диапазондору одинаковый. Но ошонсо эле жакшы. Здравствуйте! Вас приветствует команда поддержки Яндекс.Про. Если вы хотите задать вопрос, связанный с оплатой поездки или балансом, нажмите 1. Узнать об активности. После разговора вы сможете оценить работу специалиста службы поддержки. Меня зовут Анастасия. Чем я могу вам помочь? Добрый день. Здравствуйте, Анастасия. У меня вопрос следующего характера. Смотрите, вот заказ был мой последний сейчас. Можете посмотреть? Да, конечно, сейчас открываю. Ваш последний заказ шоколадница. Да, все верно. Вот точка, получается, указана вот где шоколадница, правильно же? Точка подачи имеется в виду. Сейчас я загружаю информацию. Ага. Ну, точка подачи указана не там, где шоколадница, за пределами. Шоколадница, получается, возле шлагбаума находится, а точка больше к улице стоит. А к улице на противоположной стороне или вот на стороне шоколадницы? Посередине дороги, я бы так сказала. Так, вот получается, смотрите, у меня на карте указано было, где шоколадница. Естественно, я туда приехал и стал ожидать пассажира. Но, по словам пассажира, он стоял через дорогу напротив, ну, то есть в противоположной стороне на остановке. И махал мне, получается, ну, то есть рукой. Давал понимать, что он находится на остановке. Но я, естественно, в свою очередь, не смотрел в сторону остановки, потому что я уже был в точке, где указано было в моем приложении. Вот, и после того, как пассажир, получается, подошел и сел в машину, он говорит то, что я вам машу, вы меня, даже типа нет, не обращайте на меня внимания. Я говорю то, что я вас ожидал, вот ваша точка была указана шоколадница, вот я здесь ожидаю. Он говорит то, что нет, я был на остановке и точка была там, типа, указана. Вот, хотел бы уточнить момент. Если вдруг пассажир, получается, там, не знаю, поставить низкую оценку, чтобы учесть момент, вообще будет учитываться или нет? Но никакой ссор, никаких конфликтов не было. Ну, к сожалению, нет. Мы жалобу оформим, что у вас произошло. Я зафиксирую этот момент, что пользователь был не совсем доволен. Но, к сожалению, рейтинг рассматривается исключительно автоматически. Пересмотр будет также происходить, как и обычно составленные оценки. А вот вы сейчас оформите то, что я сказал вам, клиент был не совсем доволен, но при этом, если клиент как бы ничего не поставит, и как бы, ну, то есть он просто не будет обращать на этот заказ внимания, то все так же останется? Или за счет того, что я, типа, оформил вот такое обращение, все равно как бы это будет учитываться, без оценки пассажира? Нет. Это никак не будет учитываться. Ага, я понял. Вот.
Еще один такой момент. Жалобы Получается, мы скорее передаем для контроля качества, чтобы за пользователями, за некоторыми следили, чтобы ага. проверяли именно Получается, вот в данной ситуации как нужно поступать, если вот точка получается, вы говорите то, что у вас сейчас в системе показывает посередине дороги, как вы сказали, а у меня в приложении показывает, где шоколадница, ну где я сам и ожидал, а у клиента вообще как бы говорит то, что он типа на остановке стоял. Как быть-то в такой случае, в такой ситуации? По правилам сервиса вы же знаете, что у вас в любом из случаев есть 300 метров. Не всегда есть возможность приехать к точке конкретной, которая указана. Иногда это правило дорожного движения не позволяет, иногда просто парковочных мест не оказывается в этой точке. Да. Именно для этого существует правило 300 метров. 300 Если метров? вы находитесь в этом радиусе, да. Так, а вот это я не знал. Если вы находитесь в этом радиусе, и пользователь выявляет свое недовольство, начинает конфликтные ситуации с вами в начале вашей дороги. Чтобы сохранить ваш рейтинг, мы рекомендуем отказываться от поездок. Не развивать конфликт, просто говорить, если вы недовольны этим, закажите, пожалуйста, другой автомобиль, я не повезу. И получается, вот если такая ситуация будет, то есть после начала поездки я вот нажимаю то, что мы поехали, и после этого клиент уже показывает свое недовольство, я могу при этом отказаться и при этом не потерять рейтинг, то есть приоритет? Нет, к сожалению, после начала поездки вы этого сделать уже не сможете. Отменить заказ, вы имеете в виду? Да. А если клиент как бы, то есть он сел в машину, пока молчит, и мы поехали, и потом он начинает свое недовольство показывать, что тогда делать? Я рекомендую просто сглаживать конфликт. Покажите на приложении, где у вас была указана точка. Не развивайте никак, не пытайтесь спорить об этом. Просто сообщите, что вы приехали туда, куда была указана точка. Ссылайтесь на геолокацию. Я как бы вот помню, зимой, получается, у меня вот была такая схожая ситуация, вот, и я вот говорил то, что пассажиру, как бы, я не развивал конфликт, я просто хотел уточнить, вот, покажите, типа, где ваша точка, просто потому что я приехал к указанной точке, и как бы пассажир ничего не показал, и вроде как ничего и по поводу ссоры тоже ничего не развивал, но на следующий день у меня рейтинг упал. Я вот из-за этого хочу полностью когда соблюдать стандарты, плюс при этом держать рейтинг свой. Но, исходя из ситуации, разные ситуации бывают. Да, вы не сможете это сделать, потому что здесь скорее все зависит от настроя пользователя. Как он настроен, насколько его это задело или не понравилось. Потому что рейтинг работает полностью автоматически, защитить вы его никак не сможете в случае совершения поездки. Я понял. И еще один такой момент. Вот сегодня была такая ситуация. Я приехал к пассажиру, у пассажира был чемодан, но пассажир, получается, был где-то вот в 15 метрах от точки. Я приехал к точке, и когда остановился, пассажир дал понять мне, что то есть, что пассажир нуждается в моей помощи, то, что я, типа, должен подойти и поднять его чемодан, привезти его в багажник, открыть и положить. Естественно, я как бы молча подошел, молча поднял, молча помог, ничего этого нету. Но при этом стандарты же не обязуют водителя. Сейчас я проверю. А вы работаете по эконому? Включила эконом, да, по-моему, да, был заказ. Но там по-моему, было, как его, детский тариф, если не ошибаюсь. Да, там детский тариф был. Нет, вас не принуждают выходить из автомобиля. Ага, но при этом... Вы можете это сделать на свое усмотрение, но в правилах сервиса нет, это не сказано. Ага, понял. Не, я как бы просто подошел, помог, как бы при этом я не увидел такого, не страшного ничего. Но, учитывая взгляд пассажира о том, что типа я должен был подойти, типа, и она как бы ждала этот момент. Вот этот момент я хотел спросить, уточнить. Но я вас понял, да. И в конце, получается, проверьте, пожалуйста, мой аккаунт. Он в целом, как нормально, без всяких этих моментов? Ну да, все хорошо с аккаунтом. Все, тогда все. Спасибо вам большое тогда за информацию и за помощь. Всего хорошего, до свидания. Да, до свидания.
Будем признательны, если вы оцените работу специалиста по шкале 5. от 1 до 5. Спасибо. Ушундай момент болду да бүгүн. Азыр акыркы заказдачы келсем ушун жолдун аркы бутунда туруп тур, анан кийин келип туруп, ошак турам, күтүп туруп эле, на месине басып турум. Анан бир малда эле келип туруп эле мен ал жакты күтүп атам, сага колумду мынтип атам, неге карабайсың дегенден мен эми ал жакка карашым керек эмес да. Анан мына точканы ошак турат экен го десем, жок мен ал жакта турам деди, унчукпай барып келип ошо чалатканым. Ошол үчүн ушундай правилалар, ушул правилаларды караптан жүрүш керек экен да, себеп дегенде рейтингден түшүп кетсе эми по-любому неприятный экен да, себеп сен өзүң жумушуңду кылып атасың вроде как, на своей волнечи, а бирок ошол моментте дагы анча мынча клиенттер ушундай минус кылып коет экен туугандар. Ошол үчүн стандарттарды сактап, стандарттарды колдонуп иштесек жакшы болот деген ой. Эртең мененки саат 8:30-дан кечки саат 8:30-га чейин Мой райондо мынакей 40 заказ 8362. Ортосунда пауза болду, обедке ортосунда пауза болду. Кичине эс алганы, общий итог менен непрерывный работа где-то бир 10,5. 10 саат, 10 жарым сааттай созулду. Ошондо 8362 рубль. 40 заказ. Бунун ичинен аренданы кеметебиз, ошондо 4000дей да, получается. Заработок 4000дей. Мой райондо туугандар, понедельник күнү Мой райондо ушундай тапса болот экен. Тарифтер: эконом, комфорт, помощь детям, помощь взрослым, детский, экспресс, жанып калган полный 6, все возможные эмелер жанган. Ушундай туугандар. Эми эртең Москвага чыккандан айырмасын көрүп баштайбыз го дейм. Пока что ушундай эмелер жана еще стандарттагы боюнча болду. Түштө. Ошондон көрүп көрсөңөр болот туугандар.